В этом году исполняется 30 лет принятия Декларации о государственном суверенитете Якутской АССР в 1990 году. Это историческое событие для меня остается таким фактом жизни, который нельзя забыть. Мне повезло, что я оказался в таких исторических моментах становления российского государства в Республике Саха-Якутия в качестве народного депутата легендарного Верховного Совета Якутской АССР 12-го созыва. Я был единственным представителем молодежи в этом Верховном Совете. Вы знаете, что раньше депутатами становились в основном первые секретари райкомов, партий, обкомов и так далее. И то, что в результате демократических выборов я стал депутатом Верховного Совета, это, как бы сказать, нонсенс по тем временам. Вы же знаете, что средний возраст политиков в Советском Союзе было 70 лет, 80 лет. Средний возраст руководителей районов 60 лет. Потому что перед тем, как стать руководителем, люди проходили все социальные лестницы, начиная от завода, потихонечку поднимались и так далее. И кроме того, не просто поднимались по лестнице, но и по горизонтали. Если, допустим, человек работал в сельском хозяйстве, ее затем отправляли в промышленность. В свою очередь, промышленность отправляли в сельское хозяйство и так далее. Таким образом, человек уже не понаслышке, а именно сам видел и чувствовал пульс жизни региона, района. И мне повезло, что я в таких исторических моментах нашей страны оказался вместе с ним. Это Михаил Васильевич Николаев, наш президент будущий. В то время председатель Верховного Совета, мы избирали его единогласно. Хочу отметить, что в отличие от нынешнего времени, в то время, чтобы принять какое-то решение, нужно было получить одобрение большинства. Это было время Совета. Как сейчас единолично никто не принимал решений. Все решения принимались большинством. Если большинство не поддерживало, то решение не проходило. И в этом, мне кажется, плюс того времени, что в таких моментах, очень острых, сложных, люди вместе принимали решения. Что касается декларации о государственном суверенитете, сегодня говорят, что вот уже отживший документ, что он никакого значения не имеет и так далее. Для меня, как для юриста, важно документ в том, что какое он влияние оказал на общество, какие практические результаты за эти 30 лет в результате принятия вот этого документа. Сегодня я езжу много по стране, особенно по Дальневосточному федеральному округу, и вижу коренное отличие якутян от наших соседей, например, Магадане, Камчатки. Там тоже сейчас, которые живут в очень сложных природно-климатических условиях, уезжает молодежь. Те, кто остались люди свыше 50 и выше лет, они хотят, мечтают тоже уехать с Дальнего Востока, потому что они не чувствуют, что это их родина. А в Якутии совершенно другая ситуация. 30 лет назад мы при поддержке нашего многонационального региона, республики, приняли согласованное решение о том, что Якутия принимает на себя ответственность за экономику, за свою жизнь. Это было очень важно. И сегодня, даже если посмотреть по последним событиям, по выборах, допустим, мэра города Якутска, допустим, да, где якутяне высказали свое мнение большинством, также по изменениям Конституции, по другим документам. И то, что если, допустим, например, на Камчатке, я вижу, как хищнички там добывают рыбу, и никому до этого нет дела, было очень больно. Такая ситуация на Дальнем Востоке по лесозаготовкам и так далее, в Магаданской области.
где хищнически добывают природные ресурсы. И местное население, в общем-то, к этому относится прохладно и болеет. А у нас в Якутии каждый чувствует себя ответственным за жизнь не только за своего региона, но и за себя, за свое будущее. Это показали результаты, например, экологической катастрофы в Вильнюсской группе улусов и так далее. То есть голос якутян слышен. Это, считаю, важным результатом того, что в свое время мы приняли декларацию о том, что мы принимаем на себя ответственность за судьбу своей Родины, своего региона, в том числе и России. Посмотрите, все принятые решения, например, по Дальнему Востоку, по Арктике, все берут пример с Якутии. Наше законодательство – это одно из самых передовых в России, в том числе по защите экологии, по защите коренных малочисленных народов. И мне отрадно, что я участвовал вот в этом историческом событии. Если обратиться сейчас к тем моментам, когда принимались эти вопросы, я скажу, что как только вопрос возникал про молодежь, мне сразу все примерно поворачивать вот Анатолий сидит. Давайте у него спросим, как там вот молодежь смотрит на эти вопросы. Я как выходец из комсомола, в то время Устьянский район был всесоюзной комсомольской стройкой. В этом районе жило примерно 60 тысяч человек с приезжими фронтовиками. Каждый год приезжали около 5-6 студенческих отрядов, ехали с Прибалтики, с Казахстана, с Узбекистана, с Горького, с Москвы. То есть средний возраст в Устьянском районе комсомольской стройки было 26 лет. И так получилось, что я сам родом оттуда, из Устьянского района. И мне, как человеку, который там родился, было больно смотреть, как речка, на которую я только что ловил рыбу, становилась непригодной для питья. Я ловил рыбу, оказалось, что рыбы нет. Она красная от того, что в результате добычи золота, олова и так далее. Я возмущался, говорю, как это так? Почему так вы делаете? Всех людям, ребят, которые бульдозеристы, которые там промывали, промприборов и так далее, всегда выступали. В то время уже началась как бы демократизация, и те активные ребята выступали по своему, то, что наболело. Я все время, в то время, и что меня и привело в политику, в комсомол, это просто боль за свою Родину, за свою экологию и так далее. Этим я уже занимаюсь уже почти 30 лет с того момента, по сей день. В том числе сейчас я нахожусь, работая в университете. Недаром у меня кафедра называется кафедра арктического права и права стран Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть мы сегодня готовим кадры для нашей республики, для нашей промышленности, для России, способных принимать решения и стандартных ситуаций, которые действительно понимают жизнь северян и так далее. Еще с таких, что хочу отметить, что мне до сих пор приятно, что я вижу, допустим, наших старших депутатов, я их называю старших братьев, так как они мне старше были на 20-30 лет, они до сих пор сегодня в строю, и у них ясный ум, они до сих пор также принимают решения и высказывают свою точку зрения, как и 300 лет назад. Это очень важно, потому что сегодня голос простого человека очень важен для страны. А то оно сегодня заменяется, ну мне так кажется, какими-то проектами, технологиями и так далее, когда не поймешь, где правда, где вымысел. Мне кажется, что не только кажется, я убежден, что Якутия в свое время выбрала очень правильный путь консолидации. И сегодня даже вот те люди, ребята, допустим, ну, пусть и русские, других национальностей, они переживают, даже находясь, уехали они из Якутии, они сейчас больше патриоты, чем я, с севера Якутии и так далее. У них Якутия с тех времен и сейчас ассоциируется каким-то местом, оазисом в нашем
суровом времени, в условиях турбулентности в нашем обществе, где такие слова, как поддержка, как добрососедство, как дружба, очень важны. Анатолий Николаевич, вот когда вас выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета Якутской АССР, вам сколько лет было и где вы работали? Мне в то время было 26 лет. Я работал по комсомольской путевке, был направлен на работу после 3 лет службы в военно-морском флоте Советского Союза в милицию. Я, в принципе, у меня не было такого призвания или желания там работать и так далее. Я даже особо не представлял, не соприкасался с милицией. В принципе, был человеком, который не нарушал закон и так далее. Но в райкоме комсомола мне сказали: Анатолий, сейчас вот идет стройка, началась, тут очень много молодежи и так далее, в том числе и местное население. А ты знаешь язык и якутский, и свой венский, и русский. Нам нужны такие люди, которые могут понять просьбы, жалобы граждан и так далее. В этом плане это необходимо. Давай вот поработаешь немножко, потом можете куда хочешь идти. Я еще ходил. Дело в том, что я после военно-морского флота поступил сразу в Дальневосточный университет на юриста. Я хотел стать юристом, они сказали: вот поработай 5 лет, потом мы тебя отпустим. Но в то время, как бы, если тебе сказала партия или комсомол, то как-то считалось это, как бы сказать, большим доверием. Не просто так, что тебя открыли, а именно тебе доверяют. И это закладывал на свой отпечаток. Вот таким образом я надел китель и поработал почти больше 10 лет. А выборы, они как были? Сколько кандидатов было на выборах? На выборах кандидат. Дело в том, что это были первые демократические выборы, где кандидатов выдвигали сами простые люди. Если раньше, допустим, выдвигала коммунистическая партия, вот, и люди просто голосовали, то впервые простые люди, особенно молодежь, поняла, что они могут выдвинуть. Мне говорят: Анатолий, вот ты болеешь за это, все время выступаешь, критикуешь, давай вот наверху, там будешь решать, выступать, чтобы люди в Москве поняли. А в то время, чтобы даже построить туалет, нужно было спрашивать разрешение в Москве. Представляете? Вот мне говорят: вот как раз дойдешь, тебе там будешь напрямую рассказывать, как мы живем и так далее. Может быть, какие-то предложения будут по защите экологии, по защите своей Арктики, которой ты болеешь. Я говорю: давайте. И на комсомольском собрании районном ребята решили выдвинуть меня кандидатом в РСФСР и ЯССР. Я говорю, мне сказали: говорят, подготовь программу и обращайся к людям, чтобы они тебя избрали. Я говорю: не знаю, поймут меня или нет. Ну, ребята сказали, молодежь, доверили. И это Грозный начал бороться. Дело в том, что в РСФСР моими соперниками были такие люди. Председатель правительства РСФСР Николай Рыжков, Артур Челенгаров, Каджидур, такие исторические личности, легендарные наши советские. Я вот среди них, среди 14 кандидатов, был кандидатов по Северо-Восточному национальному территориальному округу, куда входила Якутия, Чукотка, Камчатка. Я там занял, по-моему, в итоге 6-е место, или 7-е. Денег не было, там надо было агитировать. Я просто звонил по телефону в Магадан, говорю: ребята, так и так, я такой-то, такой-то. Вот выдвинулся кандидатом в депутата, хочу рассказать москвичам, как
как нужно, допустим, охранять экологию и так далее, что платить, как надо платить заработную плату и так далее, чтобы наши интересы молодежи защищать. Они говорят, давай, как тебя зовут, то-то, то-то, то-то. Записывали все, программу. Я небольшую программу сделал, она там, наверное, в одном листе сохранилась. Главное там было то, что наша страна в условиях демократии все-таки должно решение приниматься не в Москве, а непосредственно на месте, потому что на месте люди лучше знают ситуацию, специфику и так далее. А то совсем непонятно, чтобы поймать там рыбу или построить туалет, надо разрешение спрашивать из Москвы. Это вот первое было. Второе, то, что вот по вопросам экологии, что добывают золото, алмазы и так далее. Это хорошо, конечно. Это как бы удар по империализму, потому что вольфрам и олово делают ракеты. Там. Прекрасно это понятно. Но дело в том, что природа у нас одна, планета у нас одна. Надо как-то добывать ее таким образом, чтобы не навредить природе, экологии. Не готов? Правильно, правильно, давай. Твои взгляды мы поддержим. Беру, опять звоню на Чукотку. Здравствуйте, ребята, привет, говорят, так, я из Якутии, такой-то, такой-то, вот это, тут. Ну, давай, что там у тебя? Вот это, О, слушай, давай, говорит, я не знаю, что, как, перескажи там, говорю. Он говорит, нет, давай я сейчас увеличу громкость, говорит, и рассказывай. Говорит, я сейчас позову всех райотдел. Они собирают и там слушают, и что-то спрашивают там и так далее. И, видимо, то, что я говорил, мои взгляды как бы совпали со взглядами молодежи. А в то время милиция же молодежь в основном работает. И в райкому партии звонит, комсомольский, райком комсомола регионов, районов. Вот так. И мне это практически я нигде не объезжал. Фотографии. Там просто иногда девчонка спрашивает, как там, ты симпатичный? Я говорю, да? Головой туда меня. И результаты 6-е место. А по республике Саха-Якутия, там нас было 5 человек, тоже все аксакалы такие, партийные работники, орденоносцы. Даже, по-моему, один герой социалистического труда был мировой. Вот когда меня выдвинули, я начал объезжать, я тут, конечно, начал объезжать поселки и так далее. Я рассказывал то, что я хочу сделать. И сказал, что я юрист, в принципе, знаю, что необходимо, надо принимать законы такие, чтобы мы жили не по закону, по праву, а не по указке там партии, пусть и уважаемые, конечно, все-таки закон должен у всех один, чтобы не было вот таких, что райкомовские работники там отовариваются отдельно, там получают какие-то льготы и так далее. И что в магазинах у нас ничего нет, как это так, что в богатом регионе живем, где золото, алмаз очень много, рыба прекрасная, очень много, мясо, все, а в магазинах ничего нет, кроме трески. Как это так? Непонятно совсем. Даже вот просто диких оленей у нас каждый год в районе по 5000 диких оленей отстреливают. Плюс еще забивают где-то 20 тысяч домашних. Куда все деется? Все для нужно какого-то. И насчет вот, отстрела диких оленей, я говорю, надо прекратить. Это совершенно неправильно. Мы хищнически добываем природные ресурсы. Стреляем оленей диких в мае, когда они от тёлу начинают рожать, они собираются. Как это так? Это нельзя, надо это прекратить. Вот то же самое по рыбе. Сбрасываем отходы на реку, оттуда пьем и ловим рыбу. В результате там ничего нет. Как это так? Непонятно все-таки. Должны быть какие-то, наверное, технологии, или может быть, если вот так научится ущерб, может вообще отказаться от этого. Может совсем другие какие-то эти надо. Вот такие вопросы меня волновали в то время и волнуют сейчас. Но уже в другом уровне, в других исторических условиях. И хочу сказать, что сегодня, вот в этом году исполняется 10 лет
закона об этнологической экспертизе, которым авторами идеи и концепции, которой являюсь я, который регулирует взаимоотношения промышленных компаний и народов Севера при промышленном освоении. И вот этот опыт Якутии, правоприменительная практика этого закона, в котором на основе закона четко регулируют вот эти отношения. Возмещение ущерба, компенсации, какие-то программы социальной поддержки территорий, регионов, то есть районов, сельских поселений. Вот эта работа 10 лет, и сегодня в России она востребована. Даже президент России в 2016 году подписал поручение, чтобы на основе вот этого нашего закона разработать федеральный закон. Вот сегодня ночью уже я вылетаю в Москву посредством Якутии, где будет рассматриваться вот этот вопрос, семинар, который мы проводим для 17 регионов, где живут народы Севера, где проводятся промышленные компании. Это тоже, мне кажется, вот один из результатов нашей декларации о государственном суверенитете. Великий Ломоносов сказал: могущество России прирастет Северным Ледовитым океаном и Сибирь. Вот это пророческие слова на сегодня как раз являются, наверное, одними из самых важных идей для молодежи, потому что осваивают Арктику в новых условиях, на основе новых технологий, щадящие природу Арктики. Это, конечно, это для молодежи. Потому что без новых технологий, без инновационных каких-то решений, управленческих особенно, невозможно решить вот эти вопросы. И мы же знаем, что в ближайшие 100 лет кто будет владеть Арктикой, тот будет владеть миром. Потому что сегодня 30% всех полезных ископаемых планеты, которые остались, они находятся в Арктике. А больше 60% Арктики – это территория России. И мы в этой смысле ответственны, молодежь Якутии, наших арктических районов. Потому что их судьба сегодня зависит от них самих. Потому что в свое время мы тоже молодежь решала, комсомольские стройки, все великие стройки в Советском Союзе было построено руками молодежи, в том числе. И вот это, когда говорят, что вот космическая область, там, какие-то там промышленные проекты, БАМ и так далее, которые имеют очень глобальное отношение на сегодня, это дело молодежи. Сегодня уже как бы жизнь движется по спирали, уже на другой волне. И сегодня в руках молодежи, будущее нашей России, Якутии, да и не только, это будущее нашего мира. Потому что сегодня не только у нас в России, но и во всем мире нужны новые идеи, которые бы стояли на традициях предков, опыте, положительном опыте предков. В тех традициях, которые, когда у человека есть корни, он всегда найдет правильное решение. Я это вот по себе знаю, скажу, что я до сих пор в это верю, и знаю свой язык. Я охотник, рыбак. И для меня природа это как бы Бог. В то же время я скажу, что я всю жизнь учился, и сейчас учусь. Знаю 6 языков. И даже открываю новые кафедры. Представляете, вот кафедра арктического права и права стран. Один из немногих в России и даже в мире. Сегодня есть, ко мне приезжают учиться с Парижа. В прошлом году в этом году мне закончили 3 студента из Парижа, мою кафедру. Магистратура называется арктическое право, право охраны окружающей среды. В этом году поступило 21 человек. То есть это говорит о том, что этот опыт Якутии в результате декларации о государственном суверенитете востребован до сих пор. Не только в России, но и в мире. Все в ваших руках.